эти годы из стенучилища вышло более 50 тысяч выпускников. На Красной площади десантники 331-го гвардейского парашютно-десантного Костромского полка. В этом году полк отмечает 75-летний юбилей со дня формирования. Во главе парадного строя командир полка, герой России, гвардии полковник Владимир Селиверстов. В руках десантников автомат АК-12. На Красной площади проходят военнослужащие 38-й отдельной железнодорожной бригады. Парадный расчет возглавляет полковник Игорь Орлов. Более 150 лет военные железнодорожники обеспечивают бесперебойное снабжение войск, развивают железнодорожную сеть страны. На главной площади страны краснознаменная ордена Октябрьской революции Военная академия радиационной, химической и биологической защиты имени маршала Тимошенко. Возглавляет парадный расчет начальник академии генерал-майор Игорь Емельянов. Выпускники академии достойно продолжают традиции фронтовиков. По брусчатке Красной площади проходит парадный расчет Академии гражданской защиты МЧС России, который возглавляет начальник академии генерал-лейтенант Виктор Панченко. За время своего существования Академия подготовила более 5000 специалистов в области защиты населения и территории Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций. Каждый выпускник Академии несет в своем сердце девиз МЧС: предотвращение, спасение, помощь. На Красной площади парадные расчеты Федеральной службы войск Национальной гвардии Российской Федерации. Открывает прохождение парадный расчет отдельный орденов Жукова, Ленина и Октябрьской революции краснознаменной дивизии оперативного назначения имени Дзержинского. Во главе парадного строя генерал-майор Дмитрий Челиков. На марше Московский пограничный орден Октябрьской революции краснознаменный институт ФСБ России. Возглавляет парадный расчет начальник института генерал-майор Валерий Козлов. За годы существования вуза подготовлено свыше 50 тысяч офицеров пограничных войск и органов безопасности. Войска Западного военного округа на главной площади страны представляют воины московского гарнизона. Открывают прохождение военнослужащие прославленной 2-й гвардейской краснознаменной орденов Октябрьской революции Суворова Таманской мотострелковой дивизии. Возглавляет воинов-таманцев командир дивизии полковник Евгений Никитин. За проявленный героизм, самоотверженность и боевые подвиги в сентябре 1941 года дивизия в числе первых удостоена высокого звания «Гвардейская». На Красной площади парадный расчет 4-й гвардейской Кантемировской ордена Ленина краснознаменной танковой дивизии имени Андропова. Командует парадным расчетом командир дивизии полковник Владимир Завадский. За годы войны танкисты прошли боевой путь от Воронежа до Праги. 37 военнослужащих дивизии стали героями Советского Союза и полными кавалерами Ордена Славы.
старший парадный расчет 27-й, отдельный гвардейской краснознаменной Севастопольской мотострелковой бригады во главе с командиром бригады полковником Дмитрием Аксеновым. В годы войны личный состав бригады освобождал Северный Кавказ, Крымский полуостров и Прибалтику. Сегодня бригада является передовым соединением Западного военного округа. Завершают пешую часть парада курсанты Московского высшего общевойскового орденов Жукова, Ленина, Октябрьской революции краснознаменного училища. Командует парадным расчетом подполковник Дмитрий Лысов. За прошедшие 100 лет из стен учебного заведения вышло 5 маршалов, свыше 600 генералов. Более 100 выпускников училища носят высокое звание Героев Советского Союза, социалистического труда и Российской Федерации. Начинается прохождение парадных расчетов механизированной колонны. В ее составе более 130 единиц современной боевой техники, стоящей на вооружении соединений и воинских частей российской армии. Открывает парад техники легендарный танк Т-34 под командованием старшего лейтенанта Сергея Громова. Колонну бронированной колесной техники Вооруженных сил Российской Федерации представляют автомобили «Тигр-М» с боевыми модулями «Арбалет» и «Корнет», а также бронеавтомобили многоцелевого назначения «Тайфун» с колесной формулой 4х4. Возглавляет колонну капитан Константин Фукс. На Красной площади колонна боевых машин пехоты «Курганец-25» и БМП-3 27-й гвардейской Севастопольской краснознаменной бригады, предназначенных для передвижения мотострелковых подразделений и огневой поддержки их на поле боя. Возглавляет колонну майор Игорь Матвеев. По Красной площади проходит колонна современных образцов российской бронетехники. Танки Т-14 «Армата» и боевая машина поддержки танков «Терминатор». Во главе танковой колонны капитан Андрей Батурин. По Красной площади проходит парадный расчет 2-й гвардейской мотострелковой трижды орденоносной Таманской дивизии. Во главе парадного строя танкистов капитан Андрей Сериков. На вооружении танковых подразделений соединения стоит основной боевой танк Т-72Б3 с комплексом динамической защиты. На Красной площади парадный расчет 106-й гвардейской воздушно-десантной Тульской краснознаменной ордена Кутузовой дивизии. Парадный расчет боевых машин десанта и многоцелевых бронетранспортеров возглавляет майор Денис Бушков. В ходе учений боевые машины подтвердили высокие скоростные и огневые возможности. Артиллерию сухопутных войск представляет колонна 236-й артиллерийской бригады в составе 152 миллиметровых самоходных гаубиц МСТА-С. Колонну артиллеристов ведет майор Виталий Толочко. По своей огневой мощи, скорострельности и подвижности артиллерийский комплекс остается одним из лучших в мире.
В 2017 году основная тема наземной части парада – Арктика. Боевая техника в непривычном окрасе. Даже зенитные комплексы «Панцирь» и «Тор» вышли в своих арктических модификациях, разработанных специально для использования в условиях Севера. На Красной площади колонна зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» 549-го краснознаменного зенитного ракетного полка под руководством майора Владимира Якунина. Комплекс «Триумф» способен поражать все средства воздушно-космического нападения противника. С каждым годом растет количество стран, желающих защищать свое воздушное пространство с помощью ЗРК С-400. На Красной площади парадные расчеты подразделений противовоздушной обороны сухопутных войск. Возглавляет колонну подполковник Максим Вороной. В колонне зенитные ракетные комплексы «Тор-М2» 538-го гвардейского Тарнопольского ордена Александра Невского полка и «Бук-М2» лучшего соединения сухопутных войск 35-й зенитной ракетной бригады. Комплексы ПВО позволяют отражать массированные удары средств воздушного нападения с любых направлений. На Красную площадь выдвигаются автономные пусковые установки ракетного комплекса «Ярс» 54-й гвардейской ордена Кутузова дивизии ракетных войск стратегического назначения. Командует парадным расчетом подполковник Роман Бакшин. Ракетное соединение, вооруженное комплексами «Ярс», составляет основу мобильной группировки ядерных сил России. Замыкают парадный строй боевой техники колесные боевые машины пехоты «Бумеранг» с флагами видов вооруженных сил Российской Федерации.
Вести продолжают специальный праздничный выпуск. В студии Татьяна Ремезова. Россия отмечает сегодня священную юбилейную дату – 75-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. Особые обстоятельства этого года, ограничительные меры в связи с коронавирусом изменили сценарий праздника. Но от этого он не стал менее значительным и торжественным. Традиционный парад на Красной площади обязательно состоится позже, после окончания карантина. Ведь нельзя переписать саму историю. И нельзя забыть о том, что именно наша страна приняла на себя самые жесткие, жестокие удары врага. Что народы Советского Союза ценой неисчислимых жертв освободили Европу и мир от нацизма. Именно Красная армия сокрушительным штурмом Берлина поставила победную точку в войне с гитлеровской Германией. И сегодня, через 75 лет после окончания той кровопролитной войны, мы вспоминаем солдат, которые остались на полях сражений. Вспоминаем тех, кто прошел дорогами Великой Отечественной, вернулся домой, но не дожил до сегодняшнего дня. Их лица смотрят на нас с фотографий, которые занимают самое почетное место в семейных альбомах, а теперь и на страницах интернета. Бессмертный полк не пройдет сегодня по улицам городов, но все равно войдет в каждый дом. В честь наших дорогих ветеранов, которых мы сегодня благодарим за мир и достойную жизнь, в небо над Москвой, Петербургом, Краснодаром, Ярославлем, Калининградом, другими городами взмыли самолеты и вертолеты военной авиации. Им в парадном строю салютовали стоящие в российских гаванях боевые корабли. И для всех звучат сегодня духовые оркестры и песни победы. Ну а сейчас Александровский сад и вечный огонь у могилы неизвестного солдата. Именно оттуда сегодня Владимир Путин обратился к россиянам по случаю празднования 75-летия Победы. Президент возложил к мемориалу цветы и почтил память павших героев Великой Отечественной. А почетный караул торжественно пронес легендарное знамя Победы. На месте событий работает наш обозреватель Алексей Петров. Алексей, здравствуйте. Расскажите, как прошла торжественная церемония и о чем говорил президент. Да, Татьяна, здравствуйте. С праздником. Действительно, всенародный праздник, по-настоящему священная дата. Торжественная церемония в центре столицы, памятные мероприятия сегодня в Александровском саду. Именно туда приехал сегодня президент России Владимир Путин. К могиле неизвестного солдата. Мемориал, по-настоящему место памяти и скорби о тех, кто сражался за Родину, о тех, кто